Татарстан Республикасы Азнакай районында 8-нче чакырылыш Дәүләт Думасына сайлауларда тавыш бирү өчен сайлау участоклары эшләде. Районда барлыгы 62 сайлау участогы эшләп, шуларның 20-се Азнакайда, 42-се авылларда булды. Сайлаулар 3 көн дәвамында барды. Телибез үзебезнең ветераннарыбызга һәм бөтен Азнакай халкына исәнлек, саулык, матур гына итеп яшәргә, эшләргә, зарплатлар, пенсияләр артсын дип әйтәсе килә. Беренче көннән үк зур активлык күзәтелде. Участокта төрле оешмалардан һәм партияләрдән 4-тән алып 8-гә кадәр күзәтүче булды. Алар җирле вакыт буенча иртәнге 8-дән кичке 8-гә кадәр эшләде. Сайлауларның 2 көнендә район буенча 71%-тан артык сайлаучы инде үз тавышларын бирделәр. Сайлау участокларына шәхсән килә алмаучылар өчен күчмә сайлау комиссиясе эшләде. 62 сайлау участогының 24-сендә видео күзәтү урнаштырылып, тавыш бирү барышын 206 күзәтүче күзәтте. Азнакайда сайлаулар оешкан төстә, тыныч, тәртип һәм санитар-эпидемиологик таләпләр сакланып узды, диде Лилия Ахмадишина. 3 дня избиратели принимали участие в голосовании на избирательных участках, в том числе вне помещения для голосования, для тех избирателей, которые выбрали эту форму. В случае, если у них было недомогание, если это люди старше 65 лет, и любой случай, который они сочли как причину для того, чтобы не прийти на участок. Мы понимаем, что новые условия, в которых проводится избирательная кампания, это прежде всего ставит защиту здоровья и безопасность людей. 3 дня голосования, в котором принимало участие уже второй год, введена эта норма, 62 наблюдателя на избирательных участках города Азнакаева и Азнакаевского района. Наблюдатели от общественной палаты вместе с участковыми избирательными комиссиями вели наблюдение за ходом голосования. Территориаль сайлау комиссиясы мәгълүматлары буенча 3 көн дәвамында барган сайлау нәтиҗәләренә килгәндә, территориаль сайлау комиссиясы мәгълүматлары буенча сайлаучыларның 85,79% тавыш бирүдә катнашкан. Сайлау нәтиҗәләренә килгәндә, Азнакай шәһәре һәм районында Бердәм Россия партиясе иң күп тавышны җыйган 84,86%. КПРФ 10,22%. ЛДПР 1,11%. Калган партияләрнең тавышы 1%-тан кимрәк. 30-нчы Әлмәт бер мандатлы сайлау округы буенча Дәүләт Думасына кандидат Азат Ягъфаровка сайлаучыларның 92,41% тавыш биргән. Наш единственный депутат первый раз в истории – это Ягъфаров, которого мы прекрасно знаем, ценим. И то, что он действительно нам окажет содействие района во всех начинаниях, и не только района, но и всему юго-востоку Республики Татарстана. И сегодня население воспринимает именно с положительной точки зрения, что надо ценить кадры, уважать друг друга и понимать, и принимать решения, что в интересах населения, жителей. И будем надеяться только на лучшее. Всем желаем здоровья и счастья. Здравствуйте, уважаемые жители города Азнакаева и Азнакаевского района. Сегодня я хочу вам рассказать об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции и о мерах профилактики коронавирусной инфекции в домашних условиях. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу по Республике Татарстан и по Азнакаевскому району не дает нам повода для успокоения. В республике зарегистрировано 26 374 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них выздоровели 22 905 человек, умерло 716. Теперь наступает осень, и очередной подъем отмечается заболевание гриппом. Ожидается подъем заболевания гриппом. Тяжелых больных стало больше.
Тяжесть течения заболевания при коронавирусной инфекции увеличивается по сравнению с прошлым годом. Сейчас даже среди молодых COVID-19 не проходит бесследно. Болезнь стала проходить очень агрессивно. Во многих случаях это связано с мутацией вируса. Снизилось число лиц больных легкими и бессимптомными формами. При этом тяжелые формы заболевания увеличились в 2 раза. И более того, в 15-40% случаев переболевших лица в зависимости от возраста получают осложнения. Осложнения со стороны нервной системы, сердечно-сосудистой системы и со стороны верхних дыхательных путей. Заболеваемость выросла среди детей и пожилых. Коронавирус не щадит ни детей, ни взрослых. В этом году на 15% стали чаще болеть дети и подростки. При этом у них протекает уже не в бессимптомной форме, как это было в 2020 году, а с клиническими проявлениями. Клинические проявления также проявляются и у взрослого населения. У людей старше 65 лет заболеваемость выросла в 2 раза. Риск умереть от новой коронавирусной инфекции у людей старшего возраста повысилась в 4 раза. Жители республики от 40 до 60 лет начали больше 1,5 раза больше стали болеть этой инфекцией. Также одной из самых незащищенных групп населения от коронавирусной инфекции – это беременные женщины. Осложнения возникают у 80% беременных, заболевших ковид. При этом от опасного заболевания страдают 2. Причиной заболевания у женщин положение чаще всего является это близкое окружение, пренебрегающее вакцинацией или несоблюдением мер профилактики в местах общественного пользования. С 22 недель беременная женщина может прививаться. Также хочу отметить, что важно вакцинироваться перед планированием беременности, как самой будущей маме, так и ее окружению близкому. Вакцинация является самой эффективной мерой защиты нашего организма от коронавирусной инфекции. Но надо помнить, что даже после заболевания или после прививки человек не застрахован от заражения новым штаммом коронавирусной инфекции. Поэтому даже привитой человек, он легче переносит заболевание. Проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В домашних условиях, когда появляются первые признаки заболевания, например, боль в горле, першение в горле, необходимо усилить питьевой режим. Это обильное горячее питье. Вы сможете уменьшить вирусную нагрузку, потому что в организме происходит обильное потовыделение и выделение мочи. Таким образом мы снижаем вирусную интоксикацию нашего организма. Для этого можно использовать чаи, это лимонный чай, травяные чаи, например, из листьев облепихи, малины, смородины. Они способствуют повышенному потоотделению. Очень хорошо мы с детства помним, это молоко, горячее молоко с медом, с маслом, очень эффективно помогает при начальной стадии простудных заболеваний. Необходимо увеличить долю жира в рационе питания. Почему? Потому что слизистая очень нуждается в жире. Как верхние дыхательные пути, так и нижние дыхательные пути. Улучшается всасывание жирорастворимых витаминов, витамина А и D. Можно увеличить употребление сливочного масла, гусиного жира, рыбьего жира, облепихового масла, масла черного тмина. Они очень хорошо стимулируют желчеотток. И в дальнейшем у нас улучшается функция печени. Когда улучшается функция печени, то можно употреблять чеснок, лук, вот такие горечь, корни имбиря, например, хрена, лопуха. И после этого нужно запить, конечно, водой. Использовать другие желчегонные вещества, это куркума и лавровый лист, которые разжижают кровь, и мы уменьшаем способность к тромбообразованию. При длительном сухом кашле
Помогают также желтые масла. Это облепиховое масло, льняное масло. Их надо применять в маленьких дозах длительное время. Мы также привыкли при гриппе болеть очень мало времени, это неделя, 10 дней. А при коронавирусной инфекции мы болеем, заболевание протекает от 1 месяца до 1,5 месяцев. И оно проходит волнообразное. При этом рекомендуется тоже уменьшить употребление таких сладких продуктов питания, уменьшить продукты, которые повышают сахар крови. Это у нас сладкие соки, газированные напитки, кофе, мороженое, фрукты, изюм, урюк, курага, виноград, финики, бананы, хурма. Ведь вирусы тоже любят сладкое. Уважаемые жители нашего города, хочу еще раз сказать, что нельзя заниматься самолечением. Если у вас появились первые признаки заболевания, то есть это высокая температура, затрудненное дыхание, чихание, сухой кашель, заложенность носа, боли в мышцах, боли в груди, головная боль, слабость, недомогание, возможно тошнота, рвота и диарея, необходимо вызвать врача на дом. Нельзя заниматься самолечением. Ведь именно коронавирусная инфекция, она очень сильно подавляет иммунитет, и люди очень сильно страдает здоровье наше. Весь внутренний организм, он выходит из строя. Поэтому вызвать врача на дом. И самое эффективное – это, конечно, вакцинация. Вакцинация от коронавирусной инфекции кто-то получил однократную, двукратную, и проводить еще вот предстоящей осенью прививку против гриппа. Интервал между этими прививками должен быть не менее 1 месяца. Дорогие жители, я вам всем желаю здоровья, будьте здоровы, берегите себя и своих близких. Соблюдайте элементарные правила, берегите себя.